Эфир нашего телеканала продолжит итоги дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Новая вакцина поступила в Якутию. Теперь жителям доступны на выбор 3 разных препарата от коронавируса. А в Мирном начали работу мобильные и дополнительные пункты вакцинации, где можно получить прививку. Экологи подтвердили загрязнение Волховского ручья в Нерюнгринском районе, что показали исследования. Все больше ленчан делают выбор в пользу домашнего фермерства. Не последнюю роль сыграло снижение цен на курни суши. Между тем, Алданская Некрасовка приглашает посетителей на онлайн-библионочь. Ролик о загрязнении ручья Волховский у села Иенгра в Нерюнгринском районе распространили в интернете. Инспекторы комитета государственного экологического надзора выехали на указанное место для обследования акватории. В ходе него факт загрязнения подтвердился, взяты пробы воды. Их направили в лабораторию Якутска. Результаты будут известны в течение 2 недель. Причиной загрязнения стали талые воды вследствие прохождения через промышленный полигон. Начато административное расследование. В загрязненной воде содержатся взвешенные вещества. Это основной загрязнитель при золотодобыче, получается. То есть, когда идет золотодобыча, промываются пески и, соответственно, замутняется вода. Но в настоящее время там работа не осуществляется. Кроме этого, министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев на своей странице в социальных сетях сообщил, что взял под личный контроль расследование дела о загрязнении реки Большой Куранах в Алданском районе. Отобраны пробы, идет исследование и производство административного дела. В установленные сроки будет определена мера ответственности. Еще одна вакцина стала доступна для якутян. Это Ковивак от центра Чумакова. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина на брифинге сегодня. Новая вакцина доставлена в медорганизации Якутска, а также Намского и Хангаласского районов. Всего на сегодня в Якутию поступило 198,5 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. Более 157 тысяч якутян получили первый компонент, второй – 108 тысяч человек. В республике доступны 3 вакцины. Это вакцина «Спутник», это вакцина, соответственно, «Эпивак», и это новая вакцина Института Чумакова «Ковивак». Все 3 вида вакцины, которые доступны на территории республики, в наших медицинских учреждениях, все они являются вакцинами, которые ставятся 2 раза с разницей в 20 дней, 14 дней. И для всех из них одинаковые противопоказания. Об особенностях новой вакцины Ковивак нам рассказал руководитель Росздравнадзора России по Якутии Евгений Иннокентьев. Вакцина произведена на основе натурального коронавируса, который прошел определенные процедуры инактивации, и на этой основе получен препарат. Есть некоторые особенности этого препарата. Заключается в том, что теперь дозировка индивидуальная по одной ампуле на пациента. Условия хранения 2,8 градусов тепла, то есть может храниться в холодильнике и термоконтейнере. Вакцину могут получать граждане от 18 до 60 лет. Кроме того, требуется 2-кратное применение данной вакцины, чтобы создался иммунитет защитный. Мобильные и дополнительные пункты вакцинации начали работу в Мирном. Где можно получить прививку от коронавируса, узнаем в материале Марфирины Алексеевой. Специальный автобус и реанимобили до понедельника включительно будут дежурить у Дома культуры «Алмаз», городского парка, храма, у торговых центров, привокзальной площади аэропорта, а также во всех микрорайонах города. Дополнительные пункты вакцинации расположились в офисе ВТБ банка и 412-м кабинете взрослой поликлиники. Пользуясь случаем, наша съемочная группа Мирнинского филиала также решила сегодня провакцинироваться. Сегодня проходит первый день такой масштабной вакцинации. Предварительно был осмотр, меня осмотрели, проверили температуру, давление, и сейчас будет вакцинация. Для того, чтобы привиться, при себе нужно иметь лишь паспорт, полис и СНИЛС, заполнить анкету и указать контактные данные. О дате и времени получения второго компонента вакцины сотрудники районной больницы уведомят пациентов, позвонив по оставленному номеру. Удобно, все пришли, желающие зашли, провакцинировались. А так мы были в ЦРБ, но там была очередь, очень долго стояли.
А здесь все желающие подходят, быстренько проходят. Это просто уже необходимость. Был у нас грипп, мы всегда вакцинировались и будем вакцинироваться. А то, что вот сейчас ковид, это же очень страшно. Поэтому нет, надо. Люди, прививайтесь. Ничего страшного в этом нет. От прививок все легко переносится, все нормально. Также в мобильных точках стартует акция «Онкопоиск» и экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Все желающие смогут получить направление на онкомаркеры, либо сдать анализ на ВИЧ. Этот проект масштабный, большой, новый, и он проводится при поддержке Якутского республиканского онкологического диспансера. И в выходные 29-30 мая на территории мобильного пункта около ДК «Алмаз» мы будем проводить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также все желающие могут подойти, а сдать кровь можно будет сделать это анонимно. За первый день мобильной вакцинации привилось 618 жителей города Мирного. Всего в районную больницу и близлежащие поселки поступило 3000 доз вакцины ГАМ-ковид. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Власти Ленского района вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса. В частности, отменяются все массовые мероприятия, в том числе и празднование Дня защиты детей 1 июня. Начинается патрулирование улиц. На нарушителей режима самоизоляции возложат штрафы до 30 тысяч рублей. Возвращается строгий масочный режим. Все торговые точки не должны обслуживать покупателей без масок и перчаток. Также в местах массового скопления людей сохраняется социальное дистанцирование. К другим темам. В якутском пригороде Жатай прошло торжественное начало навигации скоростных пассажирских судов «Валдай-45Р». О том, куда отправятся новые теплоходы, знает Анна Васильева. И снова над Леной прозвучал звон рынды. Судовой колокол как символ начала навигации. В этом году оно особенно торжественное. Лена Турфлот приобрел сразу 2 единицы мощных пассажирских судов «Валдай» по льготному лизингу. Это важный шаг на пути решения многолетней проблемы. Безусловно, повышение качества обслуживания наших пассажиров водных путей – это был один из таких злободневных вопросов, который ставился многие года. И вот сейчас последние модели российских судов на подводных крыльях одними из первых прямиком с завода оказались именно в Якутии. Разработаны они Центральным конструкторским бюро, которое еще с советских времен обеспечивает всю страну подобными бортами. Суда проектов нашей организации, Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях, известны и за рубежом, и известны в нашей стране. У вас эксплуатируются до сих пор суда первого поколения, ракета, метеор, Полесье достаточно успешно эксплуатировались и эксплуатируются. И вот сейчас уже линейка новых судов. На борту «Валдая» комфортно будет и гражданам с ограниченными возможностями. Для них созданы специальные места и пандусы. В целом же на судах установлены кондиционеры, современные мягкие кресла с ремнями безопасности и даже смотровая площадка. Василий Герасимов, речник со стажем, оценил технические свойства новой модели. Здесь немного налажено управление, то есть как на автомобиле, можно сказать, даже как на управлении лодкой. Вот. Действительно, теперь на дорогу по маршруту Якутск-Алекминск, по которому и начнет курсировать «Валдай», будет уходить менее 10 часов. Вместимость судна 45 мест, а тарифы на проезд будут субсидированными. Тарифы будут субсидированными. Хотелось бы отметить, что пассажирский флот республики скоростной не обновлялся уже порядка 30 лет. И это вот действительно такой, так скажем, очень важное событие за последние десятилетия. Также состоялось подписание трехстороннего соглашения между акционерным обществом «Машпромлизинг», Лорпом и Жатайской судоверфью. Согласно документу, стороны реализуют лизинговые проекты, в рамках которых будут построены гражданские грузовые суда уже здесь, на судоверфи в Жатае. Анна Васильева, Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. А в Маганском аэропорту сегодня торжественно присвоили имя Владимира Членова воздушному судну Ми-8 МТВ. Трудовой путь Владимира Михайловича неразрывно был связан с севером. Он кавалер ордена «Полярная звезда», обладатель почетного знака «Гражданская доблесть», заслуженный работник народного хозяйства региона, имеет множество других званий и наград. Символично и не случайно, что
Сегодня мы присваиваем имя Владимира Членова вертолету Ми-8 МТВ авиакомпании «Полярное веление». Он много лет добивался решения проблемных вопросов транспортной доступности населения республики на всех уровнях. Он был одним из инициаторов разработки программы субсидирования авиационных перевозок, социально значимых авиационных перевозок, самые отдаленные населенные пункты. Это была первая программа по Российской Федерации. Благодаря его работе как раз мы отстояли такие компании, как «Полярное веление», «Якутия». Он был истоков также создания железной дороги. Это большое значение имеет для нашей семьи, потому что мы понимаем, что имя его будет увековечено, а вертолет, который такой вот красавец будет служить и приходить людям на помощь, это вот как раз символично по отношению к нему, потому что он всегда этим занимался в разных масштабах, в масштабах республики, в масштабах каких-то отдельных предприятий и даже людей, которым он всем старался помочь. Строительство главного спортивного объекта «Игорь Мончары» вышло на завершающий этап в селе Бердикистяк Горного района. Напомню, вместимость трибун 1000 мест, с мобильными трибунами 3000. Работы ведут по инвестпрограмме развития физической культуры и спорта. Объект обещают сдать уже к 20 числу следующего месяца. На сегодня готовность составляет 80%. Это строительство стадиона на 1000 мест, стационарных мест и 3000 мобильных мест. Ну, сейчас вот работы практически на завершающем этапе. На сегодняшний день стройготовность составляет 80%. Ну, планируется до конца, до 20 июня завершить строительно-монтажные работы. И вот уже до игр планируется здесь репетиции в рамках открытия игр Мончары. Еще одно домашнее предприятие в Ленске занялось разведением кур. В том числе это происходит благодаря снижению цен на несушек, а набирающим обороты домашнем фермерстве. Материал Светланы Болеевой. Ольга Баракова второй год приобретает птицу у совхоза «Новый». Девушка довольна. Удобная доставка до места, достойная цена и каждый день свежие яйца. На данный момент у нас 27 куриц. Несутся хорошо, по 22-23 яйца. Детям нравится ухаживать за курицами, собирать яйца, ну и, конечно же, кушать, потому что это полезно и свеженькие, всегда вкусненькие. Кур несушек доставляют из города Мирный. Ежедневно предприятие реализует птицу как оптом, так и в розницу. Много лет ленчане ездили за 240 километров, чтобы приобрести кур, но в прошлом году несушек стали поставлять в Ленск. Управление сельского хозяйства заключило договор с совхозом, стали собирать заявки от населения. В этом году их поступило более 1000. На сегодняшний день мы планируем завести 1250 поголовий. Это по факту на сегодняшний день. А сейчас идут уже дополнительные заявки, кто не успел. То есть мы никому не отказываем. Сейчас будем собирать заявки, и общее понимание будет. Уже будем отправлять тоже подрядчика на завоз. Доставкой птицы занимается предприниматель Владислава Левандовская. У женщины оборудованная машина, птица доставляется до Ленска в целости и сохранности. В этом году порадовала и цена. Она гораздо ниже, чем в прошлом. Предприниматель не стал ее завышать. За птицей женщина ездит сама. Доставка осуществляется под ее чутким руководством. Дело в том, что это живность, которую надо контролировать. Много вы уже привезли кур? Где-то 1200. Это только вот в город, да, пока? Нет, мы привезли в город и Южную Нюю. А потом еще деревни будем это, да, и на Тору еще это обеспечили. Сейчас будем по деревням ездить, возить. Сегодня предприниматель поставила уже 2 партии птиц. На следующей неделе планируется завести последнюю. Птицы завершающей партии будут в свободной продаже. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня, 28 мая, свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники. В честь этого в добровольном обществе содействия армии и флота России по Якутии собрались ранее служившие в пограничных войсках солдаты, чтобы вспомнить былые времена и поздравить друг друга с праздником. С ними пообщался наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Данное празднование считают своим не только те, кто имеет прямое отношение к пограничным войскам или проходил в их составе срочную службу, но и вспомогательный персонал и даже родственники, близкие и друзья пограничников. Сегодня в ДОСААФ Якутска по случаю празднования устроили День открытых дверей.
Такие вот минометы 120 у нас были на заставе. Это вот минометная мина 120-го калибра. Вот они, вот такие вот. Служба вспоминается хорошо, а когда служишь, конечно, тяготы и лишения службы всегда есть. И хочу, конечно, поздравить всех с праздником 28 мая, чтобы у всех было крепкое здоровье, чтобы не было войны, как говорится. Сегодня мы собрали здесь своих друзей, однополчан, сослуживцев с разных пограничных отрядов, разных сроков призыва. В соседнем кабинете, значит, сейчас проводятся соревнования у нас по сборке, разборке автомата, как среди детей пограничников, так и среди самих пограничников. Идея собирать ранее служивших солдат появилась еще в прошлом году. Начали с войск ВДВ. В этом году гостями ДСАФа стали пограничники. Теперь в планах устраивать такие солдатские встречи ежегодно, при этом объединять все рода войск. Во-первых, ребят объединяет, вспоминают, как служили. И самое важное, сейчас уходит, у нас ветеранов все меньше и меньше. То есть как бы план войны отходит на другую степень. Детям, внукам надо рассказывать, что, ребята, есть война. Я сам военный кадровый офицер, соответственно, я знаю, что это такое и как это, с чем это едят. То есть не хочется так, чтобы растущее поколение вдруг что-то случится, не дай бог, зная только компьютерные игры, пришло воевать. В Республиканском добровольном обществе содействия армии и флота страны имеется несколько музейных комплексов. В них посетителям представлены множество исторически ценных экспонатов. Благодаря этой атмосфере служившие в погранвойсках смогли вспомнить свои солдатские будни. Алексей Лукьяненко, Джулус Иннокентьев, Якутск. Юная якутянка завоевала титул лауреата второй степени первого международного конкурса молодых пианистов имени Марка Жиркова в Москве. Тем самым достойно представив честь Якутии. Более подробно о юном даровании расскажет Дмитрий Тымыров. Арина из многодетной семьи и единственная из 3 детей, кто увлекается искусством. Причем любовь к музыке, по словам мамы, в девочке проявилась уже с малых лет. И поэтому решено было отдать ее в музыкальную школу. Музыкантов у нас в семье нет, тем более как бы таких профессиональных. Ну, и не считая, что дедушки, бабушки там пели, конечно. А так, ну, никого нет, конечно. Вот. Почему отдали в музыкальную школу? Ну, как-то она, во-первых, всегда славилась, как-то хотелось. А во-вторых, девочка была уже с садиковского, так сказать, возраста, и даже до садиковского. Как-то пела всегда. Ну, такая была вот какая-то такая... Чувствовалось, что что-то в ней такое есть. Малышка выбрала флейту, но позже педагоги увидели в ней данные именно пианиста и определили ее в класс фортепиано. И с тех пор Арина с этим инструментом на «ты». Я с детства умела играть собачий вальс, и поступив сюда было очень просто. Я участвовала на многих конкурсах, можно отметить самые распространенные. Это «Новые имена Якутии», «Розовая чайка» международный. А в прошлом году Арина и ее педагог решили принять участие в первом международном конкурсе пианистов имени Марка Николаевича Жиркова. Однако пандемия внесла свои коррективы. Конкурс был перенесен на год. Заявку снова подали, но Арина попала в другую возрастную категорию. Теперь стала в средней. Это была категория от 15 до 18 лет включительно. Пришлось учить еще одно произведение, развернутую пьесу. И, соответственно, там все старше, опытнее, было сложно. Как бы, конечно, понятно, что это уже сложнее, но решили все равно ехать, потому что когда легко все это даже не интересно, все-таки, ну, пусть попробуют себя даже вот в таком как-то вот испытании, так скажем. Вот. Ну, результат был
очень даже неплохой. Действительно, Арина стала лауреатом второй степени. О ее победе узнали в алмазной компании «Алроса», которая активно поддерживает одаренных детей республики. Благодаря сотрудничеству «Алроса» с целевым фондом будущих поколений в Якутии появились различные творческие конкурсы. Юные таланты Арктики, музыкальный оленек, музыкальный анабар, поддерживаются проекты Высшей школы музыки Якутии. Кроме того, талантливые дети получают возможность регулярно принимать участие в престижных международных конкурсах. И в этот раз алмазная компания пообещала поддержать юную пианистку и в последующих ее начинаниях. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Алданская библиотека Некрасова приглашает любителей и ценителей искусств на «Библионочь». Литературный праздник в этом году ввиду ограничительных мер пройдет в онлайне. С подробностями Татьяна Вахнина. Последняя пятница весны явится волшебной для книгачеев. Алданская библиотека имени Некрасова приглашает всех от мала до велика на «Библионочь». Гостей ожидают захватывающие приключения, невероятные чудеса, интеллектуальные и творческие забавы. В непростой эпидемиологической ситуации поклонники искусств будут в полной безопасности. Литературный фестиваль пройдет в дистанционном формате. Да, к сожалению, второй год «Библионочь» у нас пройдет в формате онлайн. Но, тем не менее, сотрудники подготовили интересную, насыщенную разнообразными событиями программу. Мы всех алданцев, жителей, гостей города приглашаем присоединиться к этой акции. «Библионочь» традиционно наполнена волшебством и чудесами. Это время, когда оживают герои любимых книг, совершаются путешествия в историю и происходят знакомства с поэтами и писателями. Ночь сказок, приключений, чудес и фантастики год от года собирает десятки книголюбов. На литературном фестивале весело и интересно всем. Я думаю, что наши жители, гости города, читатели будут активно участвовать в различных квестах, квизах, конкурсах, которые их ожидают, мастер-классах, викторинах, в космическом геокешинге. «Библионочь» в году всего одна, и она неповторима. В этом году она пройдет по пути к звездам. Творческие номера, игры, викторины и забавы будут посвящены первому полету человека в космос, науке и технологиям. Подготовка к «Библионочи», как обычно, началась задолго до ее наступления. Если ранее сотрудники библиотеки подготавливали атрибут, то сегодня они успешно освоили программирование. К воплощению задумок и идей присоединились творческие коллективы района. Ну и также мы подготовили программу «Концерт артистов» Дома культуры «Металлург» поселка Нижний Куранах. Традиционные «Библионочи» в Алданской Некрасовке работало множество площадок – театральных и музыкальных, литературных и игровых. Виртуальная ночь 2021 включит 7 плейлистов. Они будут открываться поочередно. Как всегда, «Библионочью» Ее Величество литература объединит десятки видов искусств. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. На этом программа подошла к концу. Не забывайте носить маски в общественных местах. Регулярно мойте руки и держите социальную дистанцию. Также немаловажную роль играет вакцинация. Сотрудники нашей редакции уже получили прививки. Не оставайтесь и вы в стороне. Спасибо за внимание. До свидания и хороших вам выходных.